Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Новые цели и задачи. Все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Какие темы поднимались президентом страны, расскажем в этом выпуске. Гуманитарная миссия. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова доставил помощь пострадавшим жителям в провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Чайно-творческая мастерская. Для нас очень важно знакомить посетителей с чем-то новым, чтобы они, приходя в музей, знакомились с разными гранями искусства. В Музее Чеченской Республики состоялось мероприятие в рамках выставки «10 тысяч лет счастья. Традиционное искусство Китая». Смотрите в нашем эфире. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Глава государства начал с темы СВО. Он заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Помимо оценки хода специальной военной операции, президент также прокомментировал международную ситуацию. Он рассказал о перспективах развития страны. Отметил, что войну развязал Запад, а Россия использует силу, чтобы ее остановить. Подчеркнул незыблемость традиционных ценностей и объявил о создании фонда, задача которого – помощь ветеранам спецопераций, семьям погибших и приостановке участия страны в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Отдельно затронул тему развития экономики. Послание президента длилось 1,5 часа. Очень значимо для воинов и их семей, для мирных жителей и та забота, которая окружает их волонтеры. С самого начала спецоперации они действуют смело и решительно. Под огнем, обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде. Только Народный фронт в рамках инициативы «Все для победы» собрал более 5 миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идет постоянно. Трогают и вдохновляют, когда ситуация, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку. Их невозможно переоценить. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Наступил священный месяц Шаабан, предшествующий священному месяцу Рамадан. Он один из самых почитаемых в исламском календаре. Это время, когда раб становится намного ближе к Всевышнему, а двери милости Творца открываются намного шире, грехи прощаются, поклонение и благое обретают огромную награду. Богословы отмечают, что вознаграждение за совершенные богоугодные деяния в этот период увеличивается в многократном размере. اشتيازي خاسمي سيلاح خانو سيلاح خاسمي بوت مو انتبهنك وبطچا ديل شو لقمة نسيا شيء بوصل مش نازل لقمة نسيا شيء دوزوز لقمة نسيا لولوش لقمة نسيا دال وين بين اتو بار تقيت مهلوش دالا شا ريزولش عمل عنيستو ريزولش لردولا. В рамках выставки «10 тысяч лет счастья. Традиционное искусство Китая» в Музее Чеченской Республики состоялось мероприятие, где прошла чайная церемония. Участники смогли узнать не только тонкости этого ритуала, но и посмотреть мастер-класс именитых специалистов. Обо всем по порядку в сюжете Амины Тупелаговой. 10 тысяч лет счастья – традиционная благопожелательная формула счастья и гармонии, как говорили китайцы, во вселенной, государстве и семье. А также название выставки, проводимой в Музее Чеченской Республики, который всегда креативно подходит к подаче информации, полностью погружая посетителей в особенности культуры.
Мы продолжаем знакомить наших посетителей с многогранной культурой Китая. И в рамках нашей выставки сегодня у нас пройдет мастер-класс по изобразительному искусству и чайная китайская церемония. Для нас очень важно знакомить посетителей с чем-то новым, чтобы они, приходя в музей, знакомились с разными гранями искусства. Китайская чайная церемония стала первым этапом мастер-класса. Проводил ее серебряный чайный мастер Булат Баматгиреев. Между прочим, первый во всем Северокавказском федеральном округе. Он рассказал присутствующим о тонкостях и значимости церемонии для китайцев. Начинается это все со знакомства с чаем. То есть они смотрят на этот лист, они его нюхают. Кипятком дается сама посуда. Делается это для того, чтобы, во-первых, ее почистить. Но, во-вторых, чтобы она была теплой. То есть это один из важных моментов в дегустации и церемонии. После чего заваривается сам чай, после чего первый настой заварки они выливают, и только второй употребляют. Вторая часть была не менее интересной. У всех участников была возможность попробовать себя в роли художника и расписать акриловыми красками классические элементы культуры страны – глиняную фигурку или веер. Мне так приятно, что в Чеченской Республике проходит такого рода мероприятия. Это информационно нас обогащает, так сказать, соединяет нас с культурой Китая и Востока в целом. Я сегодня узнала очень много интересного, познавательного, и сейчас у нас проходит мастер-класс. Мне не терпится пойти попробовать дорисовать. Специалисты в рамках мастер-класса рассказали много чего полезного. Теперь я знаю, как заваривать правильно чай, черный, зеленый, что есть белый чай. Это очень, на самом деле, интересно. Также в рамках мастер-класса участникам была проведена экскурсия по выставке. Здесь были представлены костюмы и предметы быта. Музей Чеченской Республики уже традиционно интересно и популярно знакомит своих гостей с естественной историей, на сей раз Китая. До 19 марта включительно все желающие могут посетить учреждение и прикоснуться к богатой культуре этой страны. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов. Вести. Чеченская Республика. В честь Международного дня родного языка в столице прошла акция по раздаче спецвыпуска общественно-политической газеты «Даймох» водителям. В издании вышло эксклюзивное интервью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на тему «Чечня – земля моих отцов», в котором он ответил на вопросы о родном языке, традициях и культуре. В ходе мероприятия было роздано около 100 газет. Нужно отметить, что издание самого первого выпуска находит положительные отклики у читателей. Несмотря на то, что сегодня интернет-ресурсы прочно закрепились в быту, печатные СМИ не теряют свою актуальность в жизни современного человека. خطر كيوتش دوغن دولو دا مجي دوغن دوتسو خطر مساج وابا دلا تسنة خياش تسنة ويقوم إستوريوزا ويقوم وبيش بولتان ليرسيل عن يقبوزا دال ده قلبا نوتش رسولك حالغر بريزيدنت كديرو أحمد حاشا ويقام قديني يقاتش وميل حلاق دولق إشادرجي دوتش سواد чулаатсан болуш ин камялду чунак вай махка хор нохчи мата вайли шмялу вайли лу шмялу чуна амлу шмялу чуна бок пойт хербу алла гайдсу. В Национальной библиотеке Чеченской Республики состоялась персональная выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, приуроченная к году чеченского языка. На суд зрителей было выставлено 163 экспоната в различных жанрах. Это декоративная резьба по дереву, художественная обработка древесины, сувенирная продукция и прочие изделия, демонстрирующие быт чеченцев. Цель мероприятия – приобщение молодого поколения к прекрасному и утонченному, а также поиск новых талантов и профессионалов ремесла. دش والبيش وأرنامنش ويدون خلخرش وإليش إيشر سانة بيرجل باخ بيش أي بيش إدون جيجر باخ بيش دوي حل دولش أور ويدون ترو يولش أور وينوخش موت ديبو يبارجو دون إيه ناخن بوزي تي عالشو يولشو قرويستوك. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова с первых дней ужасных событий, произошедших в Сирии и Турции, оказывает гуманитарную помощь пострадавшим. Это медикаменты, палатки для жилья, теплая одежда и питание. Активное участие в благом деле принимают внуки первого президента Чеченской Республики. Подробнее Мадина Нуцалчиева.
Очередной гуманитарный груз был доставлен в город Латакия Сирийской Арабской Республики из Грозного. Его организовал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В погрузке приняли участие внуки первого президента Чеченской Республики и помощник главы Чеченской Республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В помощи пострадавшим от стихийного бедствия Чеченская Республика проявила оперативность. С первого дня собрано порядка сотни тонн одежды, большая часть из которой уже отправлена в обе страны. Этот груз доставлен спецбортом Ил-76 МЧС России. Борт на авиабазе встретила чеченская делегация Духовного управления мусульман региона. هو المتي دعوة شوي كوجو وحيا سوش تدينا عم بيتاني خير أتبقى في الفورد أولقي ساس بالناقص برسالة عيقر وتوت يا شاء الله جيناها تيجي تشقد شوي حدا كنا لا تاكي أو شويرة عرمة لا ذقية أول قيرة قوس حدا جتها شكيم در حديان توشنا حكيم من باقة قرداحة أوش ريون أوتنا Всего доставлено 60 тонн груза. Туда входит продовольствие, одежда, матрасы, подушки и одеяло. Из Латакии груз в сопровождении российской группировки войск в Сирии будет направлен наиболее пострадавшей от землетрясения провинции и страны. Мадина Нуцалчиева, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Очередной груз гуманитарной помощи доставили в провинцию Хама Сирийской Арабской Республики. Жители выражают огромную благодарность главе региона Рамзану Кадырову за такую поддержку и внимание. Подробнее в сюжете Адама Сулейманова. Все больше оборотов набирает гуманитарная миссия в Сирии. Представители регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова совместно с российской группировкой войск доставили очередной гуманитарный груз, на этот раз для пострадавших жителей в провинции Хама. Тут же представители чеченского духовенства встретились с губернатором Махмудом Занбуа. Их встреча прошла в неформальной обстановке. За 2 дня работы было охвачено 9 эвакуационных пунктов, где временный приют нашли 1075 человек. По всей подконтрольной властям территории их организовано более сотни. Мечети, школы, медресе и тому подобное. Людям раздали теплую одежду, обувь, матрацы и прочее необходимое. За колоссальную поддержку сирийскому народу в столь тяжелое время жители выразили благодарность чеченскому народу и лично главе региона Рамзану Кадырову. От имени всей ребят, идите, которые находятся в этом центре, она благодарит чеченский народ за братские помощи, на голове помощи президент и ваш лидер, самый добрый, хороший человек Рамадан Кадыров. Также и Махмуд Занбуа поблагодарил чеченского лидера за оказанную помощь, поскольку сегодня она как никогда им необходима из-за западных санкций, под которыми находится государство, из-за чего от помощи пострадавшим отказались многие страны. В свою очередь представители духовенства региона подчеркнули, что глава Чеченской Республики не оставит братский народ наедине с бедой и будет сотрудничать в дальнейшем. Адам Сулейманов, Харон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.